Кассовый аппарат установлен у вас? Установили в режим онлайн? Можно увидеть его? Простой вопрос и два варианта ответа – да или нет. Проверка на наличие контрольно-кассовых аппаратов в торговом доме начинается с утра. Однако не везде все так радужно. Причин много. Кто-то просто не хочет или не знает, куда обращаться и зачем это нужно. Мы вас сейчас просто уведомляем об этом. В дальнейшем Механик, им уже отдавали уведомления. Уведомления давали? Да, давали просто. Ну все, раньше поставил, кто-то оттягивает. Просто сейчас вы как бы в рамках предупреждения вас, а в следующий раз просто уже будет штрафные санкции, соответственно, с кодексом административного нарушения. Но на простом не знал, а делаться теперь не удастся. Согласно основному закону, контрольно-кассовая техника должна быть у всех предпринимателей. С недавних пор привычные аппараты заменяют на более современную технику – онлайн-кассу. Ее основные отличия в фискальном накопителе, позволяющем проводить обмен данными о продажах и покупках напрямую в Федеральную налоговую службу. А уже с этого года ФНС запустила проект по выявлению недобросовестных предпринимателей. Цель основного данного проекта является побуждение налогоплательщиков применять контрольно-кассовую технику, фиксировать эту выручку и, соответственно, выход из теневой экономики. То есть, чем больше мы будем выявлять таких данных налогоплательщиков, да, соответственно, будет у нас рост поступлений в бюджет. Таким изменениям рады и покупатели. Наличие контрольно-кассовой техники является гарантом качественности товара и правильного обслуживания покупателей, считает Лейла Кадзоева. Поэтому установить его в своем магазине женщина планирует при первой же возможности. Об этом только и мечтаю, чтобы у себя поставить. Но когда накладно, то сон сант отти, но с индикатор из отти, гейнганс. И для покупателей, конечно, я бы хотела все время чек выдавать. Информация на рынке разлетается со скоростью света. То ли с утра некоторые магазины еще не открылись, то ли, узнав о проверке, продавцы успели закрыть свои торговые точки. Но только не этот. Бизнес ведут здесь на законных основаниях. Необходимая техника есть, но, как признается продавец, не каждый покупателям таким нововведением рад. Кассовый аппарат, кассовый аппарат, هيش بيزن بغاتش نخو صبر أخش أقسيوت شي ساعة ربلي مادية 100 ربلي صابر دي خجة دقابج возмущать ده شغل صبر جاز خول. Однако плюсов в этом для покупателей куда больше, чем минусов. Чек, гарантия обмена и возврата. Конечно же, не всю продукцию можно вернуть. К таким товарам относят технику, посуду, ювелирные изделия и косметику. Допустим, если покупатель как-то выявит, да, какой-то брак товара или что-то там, что-то ему не понравилось, да, он может возвратить данный товар, но без кассового чека это будет сделать очень сложно. Соответственно, каждый покупатель должен сам требовать от продавца, чтобы ему предоставили кассовый чек. Кассовый чек также могут выслать и по электронке, в электронном виде, или могут выдать наручно. Стоимость установки такой аппаратуры порядка 10 тысяч рублей, однако размер штрафа за ее отсутствие для юридических лиц 30, а для должностных от 20 до 50% от суммы месячного дохода. В общем, сегодняшнее мероприятие носит исключительно информационный характер. Главное понять, что наличие кассовых аппаратов важно не только для предпринимателей, но и покупателей. Здравствуйте, я хотела бы обменять свою сумку. Здравствуйте. Вам она не нравится или не подходит? Да, не подходит по цвету. Квитанция присутствует? Там все есть. Все. Хава Гагиева, Магомед Шоухалов, Новости 24.